Профсоюзные активисты системы образования нашего региона во главе с руководителем профсоюза образования Даутханом Гирзелиевым приняли участие в церемонии возложения цветов к обелиску первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В преддверии нового учебного года начались тематические проверки. Традиционной и наиболее эффективной формой профсоюзного контроля за соблюдением работодателями охраны труда остается проведение проверок состояния условий на рабочих местах. «Профответ» — это рубрика, которая вот уже несколько лет отвечает на самые злободневные вопросы членов профсоюза. Главный правовой инспектор профсоюза образования Магомед Исраилов на этот раз расскажет о тонкостях учебной нагрузки и другом. 15-й по счету шахматный турнир на Кубок профсоюзов, посвященный 70-летию первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, состоялся в августе в Доме профсоюзов. В нем приняли участие 38 игроков-любителей. Ну что ж, период отпусков подошел к концу. Пора вновь браться за работу. У работников образования и учащихся сентябрь – это словно начало Нового года, вот только учебного. В профсоюзе образования уже поставили задачи на полугодие и активно взялись за его реализацию. Заработная плата учителей – это вопрос, который по всей стране стоит остро. В системе должны быть пересмотрены подходы к стимулирующим выплатам. Этот комплекс мер поможет обеспечить достойную заработную плату для наших педагогов, считает председатель профсоюза образования. Нами определено, Республиканским советом сейчас есть план действий, который реализовывается. Это постоянные контакты с чиновниками парламента произошли у нас, с Единой России, представителями нашим региональным отделением. Мы выходим на правительство все-таки, чтобы поднять базовый оклад учителя, который сейчас ниже минимального размера оплаты труда. Сегодня учитель получает базовый оклад 12 420 рублей. МРОТ у нас по России установлен, в частности, в Чеченской Республике, 12 792. Хотелось бы, чтобы в следующем году у учителя зарплата была все-таки она достойная, чтобы учитель сегодня чувствовал себя более комфортно в материальном плане, чтобы он мог всецело уйти в образовательную деятельность, так как мы знаем, все ОГЭ, ЕГЭ, все эти квалификационные экзамены, все диагностики, все на плечах учителя. Даутхан Хизирович рассказал нам о том, что в очередной раз специалисты Рессовета начали тематические проверки, которые призваны определить, насколько учебное заведение готово принять педагогов и учащихся. В частности, на данный момент проверяют спортзалы и спортивные площадки на территориях школ. Мы в этом месяце начали работу уже с подготовки актива по охране труда, проводим именно диагностику спортплощадок и спортзалов на готовность к образовательному процессу. У нас, к сожалению, был уже несчастный случай, прецедент был в городе Грозном, поэтому мы с большой ответственностью проверяем именно эти объекты, спортивные площадки, спортзалы. Нельзя не вспомнить и форум, проведенный этой весной на курорте Серноводск, Кавказский. Форум собрал самых активных молодых педагогов. Событие у нас будет в апреле месяце, межрегиональный форум молодых педагогов, то есть профсоюз нового уровня. Это уже межрегиональный будет. Мы республиканский провели, но я все-таки посмотрел, и наши участники непосредственно такие активные, я думаю, мы привлечем внимание и наших коллег, и они увидят, что в Чеченской Республике есть молодые, креативные ребята, с которыми будет интересно. Все-таки жизнь, она также складывается из отношений. Поэтому нас приглашают, мы приглашаем, эту работу проведем. Далее мы планируем, если сказать о следующем годе, то мы планируем провести конкурс хоров такой. Учителя очень хотят его, и конкурс хоров проведем. Цели поставлены непростые, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Пожелаем удачи всем работникам профсоюза образования, и, конечно же, их подопечным.
Одним из основных направлений правозащитной деятельности профсоюза нашей республики является осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями социально-трудовых прав работников образования региона. Реализуется указанное направление, в том числе путем проведения тематических проверок. На состоявшемся 10 августа расширенном заседании Президиума Республиканской организации профсоюза образования был рассмотрен вопрос и вынесено решение о проведении к началу нового учебного года республиканской тематической проверки соблюдения требований техники безопасности в спортивных залах и на площадках образовательных учреждений республики. В прошлом году тоже мы провели и будем ежегодно теперь проводить вот такие республиканские тематические проверки силами наших общественных активистов, это уполномоченные по охране труда. Сегодня, мы собрали, онлайн формате заседание Координационного совета уполномоченных по охране труда. Провели четкий, грамотный инструктаж. В прошлом провели мы еще недавно 2 проверки. Это тепловой режим был. Мы оценили, ученические кабинеты зимой и провели до этого, провели тематическую проверку республиканскую в столовых и в кухнях, так как у нас горячее питание как-то возродилось во всех образовательных организациях, и мы взяли на общественный контроль. В рамках данной проверки 17 августа в режиме онлайн состоялось заседание председателей Координационного совета уполномоченных по охране труда. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы о порядке проведения тематической проверки, даны методические рекомендации и рассмотрен порядок оформления бланка предложений по выявленным нарушениям. Те нарушения, которые будут выявлены в ходе этой проверки, они несут чисто рекомендательный характер. Но в последующем органы, которые вправе их оштрафовать за эти нарушения, они будут штрафовать. Организационные вопросы по проверке возложены на отдел профсоюзного обучения и мониторинга Рессовета. В ходе обсуждения поставленных задач перед районными представителями к семинару присоединился и председатель профсоюза образования. Сегодня также на нашем онлайн-заседании присутствует председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Гирзалиев Даутхан Хазирович. Даутхан Хазирович, вам слово для открытия нашего сегодняшнего заседания. Баракалла, Рустам, доброго дня, уважаемые коллеги, дорогие маршал Дуал, салам маршал Дум. Сейчас ежегодно мы будем проводить проверку обязательно на готовность спортивных площадок и спортзалов. В принципе, мы уже опыт имеем в этом, буквально недавно мы там в прошлом году проводили тематическую проверку. Будем ежегодно ее проводить. Тщательно проведите проверку, особенно в спортзалах, на спортплощадках, где наиболее подвержены травматизму как и наши учителя, так и дети. Традиционной и наиболее эффективной формой профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда остается проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах. Эту задачу в профсоюзе выполняют уполномоченные по охране труда, технические инспекторы труда профсоюза. Они осуществляют контроль за условиями труда непосредственно на рабочих местах, выявляют нарушения и добиваются их устранения. Начали эту работу с городской математической школы номер 1 имени Хамзата Исмаиловича Ибрагимова. В принципе, в целом, визуально, тот проходящий визуальный осмотр, который мы будем проводить, нам показывает то, что у вас основные требования, они выполнены, защитные ограждения на приборах отопления у вас есть, полоса по периметру зала у вас есть, безопасная зона Олцуна, вот эта полоса, которая идет для того, чтобы дети могли во время урока пробегать, смотреть. Так что давайте еще с вами посмотрим шведские стенки. Это тоже одно из нарушений, которое является травмоопасным. Почему? Это нарушение называется именно так, что на шведских стенках не должно быть вращающихся перекладин. Но они у вас сейчас нету. Почему это является травмоопасным? Во время урока дети могут... в основном дети, как заходят в спортзал, сразу бегут к шведским стенкам. И если есть вращающаяся перекладина, она, возможно, когда ребенок залазит, просто прокрутиться и... ребенок может упасть. У вас, в принципе, все в этом плане нормально. Увиденным в школе заведующий профсоюзного обучения Рустам Мусаев остался доволен. Для занятия физкультурой здесь созданы все необходимые условия.
Здесь, как показали все инженеры по охране труда, у них порядок есть, можно начинать занятия, все, что необходимо, сделано, никаких замечаний к этой школе нет. Также во всех школах города Грозного будут проведены тематические проверки, после чего будет составлен акт. Если какие-то будут замечания, мы эти замечания, акт отдаем директору школы, администрации, они потом устраняют недодел, который мы обнаружили. Так что по городу Грозному в прошлом году все прошло хорошо. Надеюсь, что в этом году тоже будет так же. В школе уже подошли к концу строительной работы. Осталось прибраться. По словам заместителя директора школы, они на все 100% готовы принять детей 1 сентября. حلقة سنتابن شكول كيتشي حاجة تلمن بلغش بيش هايوش كميسة شتون دوتsa شكول كيتشو بيش تلات نلحظة شوية دوز إزغل القاشم باسر شتعدوش تقاهيوش بابش تقطع المغلا حلقة سنتابن تخو بيش تلات كيتش تقطع المغلا. Баскетбольный щит должен быть закреплен на дополнительной контргайке. У вас в данном случае само полотно вот этого баскетбольного щита, оно закреплено у вас. Вон есть, видите, дополнительно контргайки закручены. Это тоже как бы является хорошим плюсом, молодцы. И еще один момент, когда вы будете крепить само баскетбольное кольцо, также там проследите за тем, чтобы были тоже закручены дополнительные контргайки. Наиболее распространенное нарушение требований техники безопасности является это отсутствие дополнительных контргаек на баскетбольных щитах и баскетбольных кольцах. И одно из самых травмоопасных таких нарушений, это именно касательно охраны здоровья обучающихся, это наличие на шведских стенках вращающихся перекладин. Это травмоопасное нарушение. Если есть вращающиеся перекладины, то впоследствии ребенок может просто попасть на них, соскользнуться и упасть, и впоследствии получить какую-либо травму. Одно из наиболее распространенных нарушений в ходе этой проверки являются именно эти, и мы даем рекомендации им устранить данный вид нарушений в незамедлительный срок. Одним из важных направлений деятельности профсоюза является защита законных прав работников на здоровые и безопасные условия труда, сохранение их здоровья и жизни. Профсоюз и дальше намерен проводить подобные проверки в городах и селах нашего региона, пока не убедятся в том, что учителя трудятся, а дети учатся в безопасных условиях. Профсоюз образования почтил память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Профсоюзные активисты системы образования Чеченской Республики во главе с Даутханом Хизировичем Герзелиевым приняли участие в церемонии возложения цветов к обелиску Ахмата Хаджи. Также в мероприятии, организатором которого выступила Федерация профсоюзов Чеченской Республики, участие принимали председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтыгиреев, председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев и депутат парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев. Каждый от мала до велика должен помнить и чтить неоценимые заслуги перед чеченским народом Ахмата Хаджи Кадырова, ведь именно он заложил надежный фундамент процветания и развития республики, отметил Даутхан Хизирович. Сегодня Федерация профсоюзов Чеченской Республики собралась на торжественное мероприятие на возложение цветов и дань уважения отдать Ахмату Хаджи Кадырову. Сегодня не только Чеченская Республика, но и весь мир отмечает 70-летие Ахмата Хаджи Кадырова. Это наш национальный герой, наш национальный лидер. Сегодня на это мероприятие большое количество учителей пришли отдать дань уважения. И мы чтим и понимаем, благодаря чему вот так мы мирно работаем.
Я учитель истории в школе. В прошлом году моя учебная нагрузка составляла 24 часа в неделю. В этом году мне объявили, что моя нагрузка уменьшилась до 18 часов в неделю. 8 часов якобы передали учителю, который принят на работу. Я своего согласия на уменьшение нагрузки не давала. Имеет ли право директор в одностороннем порядке уменьшать учебную нагрузку? Нет, не имеет. Объем учебной нагрузки педагогического работника, установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педработника в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся и прочих оснований. В данной ситуации директор нарушает ваши трудовые права. В школе нагрузка распределяется на год. Если учитель ушел в декрет, а выходит на работу по достижению ребенком 1,5 лет, то какая нагрузка ему положена? Та, которая была до декрета 26 часов, или ставка, то есть 18 часов? Объем учебной нагрузки устанавливается трудовым договором. Любое изменение, увеличение или снижение объема учебной нагрузки педработников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в обязательном порядке в письменной форме. Таким образом, для уменьшения учебной нагрузки работодатель должен достигнуть с вами соглашения об этом, либо в случае отсутствия соглашения предоставить тот объем учебной нагрузки, который был до отпуска по уходу за ребенком. У меня возник такой вопрос. Продлевается ли отпуск на праздничные дни? Именно продление отпуска из-за приходящегося на него нерабочих праздничных дней законом прямо не предусмотрено. Но согласно статье 120 Трудового кодекса Российской Федерации, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. Продлением отпуска это не является. Продолжительность отпуска из-за этого не увеличивается. Просто дата окончания отпуска исчисляется, исходя из его продолжительности, переносится на количество дней, соответствующее числу праздничных дней, пришедшихся на ваш отпуск. Республика отметила 70-летие со дня рождения первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Посвященные этому значимому в жизни чеченского народа, республики и в целом страны событию, начиная от городов, районных центров и заканчивая высокогорными селами, прошли памятные мероприятия. В их ряду ежегодно проводимый Федерацией профсоюза Чеченской Республики шахматный турнир, в котором принимают участие представители отраслевых профсоюзов. 15-й по счету шахматный турнир на Кубок профсоюзов, посвященный 70-летию первого президента Чеченской Республики, состоялся 14 августа в Доме профсоюзов. В нем приняли участие 38 игроков-любителей. Профсоюз образования на турнире был представлен 25 игроками, работниками образовательных учреждений республики. Кубок профсоюзов проводится по швейцарской системе, которая характерна тем, что турнир проходит без выбывания игроков и позволяет для определения победителя обойтись небольшим числом туров при большом числе участников. Перед началом соревнований была проведена жеребьевка, которая определила игроков за шахматным столом. В итоге многочасовой игры победителем и обладателем переходящего Кубка профсоюзов стал Арсамиков Шахран. Второе почетное место занял Саидмагомед Байсалуев, учитель математики средней школы номер 2 селения Энгельюрт Гудеремесского района, долгие годы возглавлявший первичную профсоюзную организацию школы. У меня кружок шахматы, преподаю шахматы детям. Вообще шахматами я занимаюсь со школьниками, потому что люблю играть в шахматы. Принимаю участие в соревнованиях, в районных соревнованиях, когда приглашают. Меня пригласили на шахматный турнир, Кубок профсоюзов называется, который проводился в городе Грозном, посвященный к 70-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир был хорошо организован, призы были ценные, там за первое, второе, третье места.
Каждый год профсоюзы проводят это мероприятие, чтобы отдать дань уважения памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С его именем связаны все положительные преобразования в нашем регионе. Он положил конец кровопролитной войне и ценой собственной жизни спас наш народ от гибели. Благодаря ему мы живем в мирной и процветающей республике. Турнир с каждым годом становится все популярнее, растет количество участников и интерес к шахматному спорту. Он уже стал доброй традицией, которая сплачивает трудовые коллективы.